Еще вот чуть-чуть осталось. Ну такое, да, трудно доступное место. Вот в этой пещере укрывался вместе там даже с абреками имам Шамиль. Это было круто. Потекло, все разбито. Конечно, это боль для всего ингушского народа. Всем моим подписчикам и зрителям привет, салам, пламенный огромный салам от меня всем жителям селения Галашки. Меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. Я продолжаю путешествовать по Северному Кавказу, именно по республике Ингушетия. И нахожусь я, как вы уже догадались, в селе Галашки. В этом блоге я покажу вам и расскажу, как живут в селе, покажу вам улицы, основные достопримечательности и как здесь развита инфраструктура. А также мы с вами посетим одно тайное место. А какое? Если вам интересно, тогда вам нужно просто прямо сейчас подписаться на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие влоги, а также прямые эфиры. Ставьте лайк, делайте репосты. И если вы хотите поддержать мой канал в развитии, то вся информация внизу в описании под этим видео. Ну а сейчас никуда не уходите, будет интересно, обещаю. Поехали! Так, друзья, направляемся мы к пещере, где укрывался имам Шамиль. Пошел снег, дождь закончился, утром был дождь, погода была не очень такая хорошая. Буду вот сейчас пробираться сквозь кусты и валежник в лесу где-то наверху. Ну, здесь такой лес, знаете. Раньше, когда не было газа в республике Ингушетия, местные жители ходили в этот лес для того, чтобы собирать вот этот хворост, который вы сможете увидеть вокруг. Но так как сейчас республика Ингушетия полностью вся газифицирована, даже в горах, вот сейчас этот валежник никто не убирает. Друзья, как правило, интересные места всегда обрастают легендами. И вот это место, к которому я отправился вместе со своими друзьями и знакомыми, не стало исключением. Говорят по легенде, что здесь, в этой пещере, которую вы уже можете заметить, когда-то укрывался сам имам Шамиль. Для тех, кто не знает, кто такой имам Шамиль, поясняю. Имам Шамиль – это национальный герой народов Северного Кавказа. Он когда-то был предводителем кавказских горцев, лидером северокавказского сопротивления. И в 1834 году был признан имамом нелегитимного теократического государства Северокавказский имамат, в котором объединил горцев Западного Дагестана и Чечни. Это вот это, да, пещера? Это вообще легко. Обувь, главное, хорошая, чтобы была, не скользила. Чтоб не упасть вон туда, в кювет. Так, ну что, вы поняли, да? Еще вот чуть-чуть осталось. Ну такое, да, трудно доступное место. Как доберусь, дальше уже расскажу. А вы пока не мотайте. И поставьте лайк этому видео. Вот в этой пещере укрывался вместе там даже с абреками имам Шамиль. Вот. Имам Шамиль, он был дагестанцем. Правда, у Дагестана 30 национальностей. Кто он был конкретно, я не знаю. Здесь мне ребята местные объяснить не могут. Но вот здесь вот он прятался от царской власти. Вот так вот. Такой себе домик сделал. Сейчас еще покажу вам одну часть. А просто так выглядит, как будто наверх вход. Да, вот так опасно здесь. Видите? Не так легко было сюда подняться.
Брейки прятал. И обреки прятались, да. Значит, правильно все сказал. Так, и вот еще. Тут еще так вырезано. Сделано треугольником. Вот пещера. Видимо, она закрывалась. Я понял, наверное, человек сюда, имам или обрек, заходил. Так, получается. Ну а что мне? Я тоже зайду. Побуду я обреком. И прятался. Была кровать еще из камня сделана. А, Засыпалась. засыпалась кровать, да? Да. Засыпалась песком. Тут кровать была, кажется, сделана еще. Мне сказали. Эту дырку закрывали, что-то плиту какую-то. Да. И вот этот вход закрывался камнем, либо плитой, похожий под, конечно же, как этот здесь гора, или что, как ракушечник здесь такой какой-то. Да, это и есть, наверное, ракушечник. Да, наверное. Вот. И это закрывалось, и никто не мог и даже догадаться, что здесь прячется обрек, либо и вот имам Шамиль прятался. А теперь нам нужно спуститься вниз и покажу вам жизнь селения Галашки. Прогуляемся, посмотрим. Так, вот, да, я вижу, как человек спускается. Я не знаю, получится ли у нас так, но если что, садишься на 5-ю точку и едешь. Как мы это делали, когда поднимались к башням двух соперниц. Это было круто. Последний раз на лошади я сидел в 11 лет. Друзья, меня уже в дикую дивизию почти взяли. Решил прокатиться здесь на лошадке. Вот. Правда, я не сам, тут мне помогает. Тут даже есть кинжал, нож настоящий. Так что с вас лайк и подписка. А если мой еще друг возьмет камеру и снимет меня со стороны, будет еще лучше. О, ребята, на скакунах скачет, я так не смог бы. Здесь, в таком живописном и красивейшем месте, около села Галашек, ну, в принципе, это и есть Галашки, вот, находился когда-то кирпичный завод. Вот он. Дорога идет вот здесь к нему. К сожалению, больше этот кирпичный завод не работает. Очень жаль. Он уже заброшенный. И, ну как заброшенный, я вижу, что есть забор. В принципе-то он не особо заброшенный. Видимо, кто-то ждет финансов каких-то для того, чтобы работа этого завода возобновилась. Так я и не выяснил, кому конкретно принадлежит этот завод. Ну, скорее всего, государству. Ингуши-то все и так про всех знают. Ну а теперь я хотел бы показать вам основные достопримечательности этого замечательного села Галашки. А это перед вами река Аса, которая видела всю историю Ингушетии. И не только. А вот там она берет свое начало. Начало она берет в колыбели ингушей, в Джейрахе. А теперь, как говорится, погнали смотреть местные достопримечательности, которые я здесь нашел. И начну я, наверное, с самой главной, ну, лично для меня, достопримечательности. Почему лично для меня? Потому что вот эту замечательную мечеть построил мой друг ингуш. На собственные средства, здесь, в Галашках. В мечеть нельзя заходить. С гор, как говорится, спустился, грязно. Даже немножко опять простывший. Наверное, здесь надо будет разуться, да? А, здесь заходить или?
Да. А, давай. А разуваться, потому что грязно, я не могу здесь, да? Так. Потому что обувь после нашего восхождения к пещере имама Шамиля и обреков настолько грязно, что даже стыдно заходить в мечеть. Вытрем. Вот такая небольшая мечеть, но очень уютная, красивая. В эту мечеть приходят молиться местные жители села Галашки. Мягкие подушки. Мои друзья делают омовение, потому что они будут, скорее всего, молиться. Так, вот, пожалуйста. Пир ламас, делк ламас, малхбус ламас, маркиш ламас, пхера ламас. Время намаза. 5 раз мусульмане молятся. А если вы спросите, для чего вот этот микрофон, он не для того, чтобы здесь песни петь, как многие сейчас мусульмане-то все знают, а вот другие мои подписчики могут не догадываться. Эта аппаратура с микрофоном, она нужна для того, чтобы делать призыв на молитву. То есть вот на минаретах установлены, знаете, азан, по-моему, так называется. Поправьте меня в комментарии, если я не прав. Вот громкоговорители там стоят, и имам призывает на молитву с помощью этого микрофона. И люди уже в селе знают время молитвы и молятся. Так как у меня нет омовения, хотя я христианин по своей религии, но я уважаю мусульман, и я не имею права трогать вот эти священные книги. Это Коран. У меня вот такая есть. Правда, с переводом, со смысловым, но есть. Много раз вам про это рассказывал. Не могу вам раскрыть, показать, что там есть, потому что, во-первых, по горам лазил, руки грязные. Как бы. Я их хотя помыл сейчас так, но нет здесь нормальной воды, хотя ребята куда-то же пошли, а я сразу зашел снимать блог. Ну, чтобы я им сейчас не мешал молиться. Вот, по-моему, здесь они, по-моему, мыли. Сейчас узнаю, уточню. Короче, руками трогать не буду. Есть ящик для пожертвований. Вот. Да, любой может человек здесь помочь. Да, в развитии, как говорится, мечети. Там, возможно, для какого-то ремонта и так далее. Может быть, для людей, которые нуждаются. Вот. Да, двор еще делают, поэтому в этот ящик можно сделать пожертвование. Так, вот я все смотрю по карманам. Такая вот уютная мечеть, красивая. И молодец мой друг, что после себя что-то оставит не только для своих детей, для своих братьев, но и для всей республики Ингушетия, для своего народа, а самое главное для всех мусульман. Согласитесь, что это достойный поступок. Вот так вот. И человек не построил, как знаете, у нас некоторые строят церкви, чтобы искупить свои грехи. Здесь человек просто, он абсолютно не грешен, чистый. Ну, хотя мы не без греха, да, я, наверное, так не имею права говорить. Но он чистый, добрый, искренний. Вот ни в каких меркантильных побуждений у него не было, взял и построил. Вот так вот, учитесь, друзья. Если у вас есть возможности, то помогайте людям. И раз я заговорил про мечети, вот здесь в Галашках будут строить центральную большую мечеть. Вот уже площадку для нее подготовили. Но сейчас я хотел бы показать вам, ну как сказать, не то что это прям достопримечательность, но все же это инфраструктура. Посмотрите, какой красивый детский сад. Вот, Галашек. Называется Малейк. Добро пожаловать. Красиво же. Во-первых, я хотел бы сказать, что не каждое село в России может похвастаться таким детским садиком, потому что
у нас там за Кавказом, как говорится, в Сибири, на Урале не хватает детских садов. Там такие большие очереди выстраиваются, не хватает школ. А вы знаете, что в Ингушетии разрешено до 4 жен, от каждой жены от 3 до 5, а то и еще больше детей. В общем, минимум детей, так если брать среднюю статистику, у ингушей в семье 3. Вот там мальчики, девочки, неважно, но от 3 детей и больше. Вот, поэтому такие детские сады, конечно же, нужны. И еще сразу хочется подчеркнуть, ну, раз есть детский сад, значит, получается, родители, занятые люди, получается, они работают. Вот. Это тоже показатель. Очень здорово, что администрация, да, местные власти, администрация именно села Галашки, а также местная власть Республики Ингушетия уделяет таким важным вещам должное внимание. Вот за это можно похвалить. Как, если бы я был бы ингушом, я бы сказал баркал, но говорю как русский. Спасибо вам за то, что помогаете своему народу. И если вы и в других бы вопросах также помогали решить проблему с водой, со светом, с заводом, например, с кирпичным, почему нет? Это же дополнительные рабочие места. Вам бы цены вообще не было. Ну и, конечно же, немножечко нужно говорить и про национальную политику, защищать интересы своих жителей. Вопрос пригородного района так и не решен. Но блог у меня сейчас о другом. Сейчас я вам покажу еще одну достопримечательность. Как говорит маленький Русик, типа это башни Паленки. Он так одну из башен назвал, когда мы были в Чеченской Республике. Ну, это, знаете, как не настоящие башни, это уже современные башни, которые построили не век, 2, 3, 4, 5 веков назад, а вот именно в наше время. Ну, или, знаете, основание осталось, и потом уже новое пристроили. Конечно, я немножко утрирую и шучу. Но вот в Галашках здесь находится тоже своя такая башня в национальном, естественно, стиле. Настоящие-то башни вон там в горах, в Джейрахе стоят, красуются гордо. А здесь вот есть такой небольшой уголок. Видимо, его сейчас делают. Сюда нельзя пройти. Видите, плиточка все обкладывает. Вот такой вот, можно так сказать, муляж ингушской башенки. И, по-моему, даже в нее можно потом внутрь войти. Очень красивое место. Но больше всего мне теперь отсюда виднеется вон тот красивый дом. Можно зайти, да? А почему они перекрыли? Так, все, мне разрешили зайти. А внутрь туда? Можно, да? Слушайте, меня пустили, ура! Круто! Да, добрый день. Вход закрыт. Я думал, что можно войти как в настоящую башню, пройтись. Ну ладно, все равно красиво сделали. Вот видите, нужно развивать туризм, чтобы туристы потом так вот приезжали, смотрели. Здесь, я так понимаю, пока замерз, будет родник, водичка будет бежать, из которой можно будет набрать, да, из этого родника и попить. Там кранчик есть, закрыли, перекрыли. На самом деле здесь есть вода, чтобы попить. Кружка-то стоит, получается, что можно. Ну, красиво, согласитесь. Да, за башней там родовое кладбище. Ну, а меня привлек вот этот дом красивый. Ингуши очень любят красивые дома строить. Вот сейчас мы подойдем к этому дому поближе и более в деталях его рассмотрим. Вы никуда не уходите. Конечно же, оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте друзьям, потому что будет очень много блогов. Ну а теперь небольшой исторический экскурс по селу Галашки. Название Галашки в переводе с ингушского языка буквально означает «галаем». Согласно родовым преданиям, село основано представителями артскойского тейпа Галай, потомками рода Аровха, Фацаха и Пацхала. В Галашках до выселения находились башни, построенные предками вышеперечисленных, на реке Асса при выходе ее из теснин, ущелье, получившее тейповое название Галашки. По названию селения в 19 веке постепенно в официальных и литературных источниках закрепляются термины «галашевское общество», «галашевцы».
Селение считалось крупным аулом предгорной Ингушетии и играло важную стратегическую роль, так как замыкало выходы с гор на равнину. Галашки во времена имама Шамиля входило в состав его имамата и было центром отдельного галашкинского наибства, которым управлял наиб Талхик. После выселения Арцхой в Османскую империю в 1884 году земля в селе Галашки была отдана царской администрации в аренду ингушам Хамхинского и Цоринского обществ в количестве 300 дворов. В 1944 году, после депортации чеченцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию и упразднения Чечено-Ингушской СССР, как и одноименный район Галашкинских, село было переименовано в Первомайское. В 1977 году указом Президиума ВС РСФСР селу Первомайское было возвращено его прежнее название Галашки. Сегодня в этом замечательном селе проживает практически 8 тысяч человек. По национальности там живут одни, можно так сказать, если я не ошибаюсь, ингуши, по своей религии мусульмане, сунниты. Ну и, конечно же, там говорят как на ингушском, так и на русском языках. Забор, детали, камень. Все как в горах. Вот прям все один в один. А параллельно стоит простой домик. Ну тоже, как у моей мамы там. У моего тоже друга еще одного ингуша. Молодцы. Я так понимаю, что ваши родственники никуда не летают за границу, да? Не отдыхают? Нет. Все уходит в стройку. Ингуши редко когда куда летают, здесь местные жители за границу, там на моря или еще куда-то, потому что все деньги, которые они зарабатывают, если русский человек копит весь год на поездку в Турцию или в Египет, сейчас, правда, границы закрыты, то ингуш копит на стройку и строит вот такой вот дом. Либо из такого вот кирпича, либо из камня, либо вот, я не знаю, что там за материал, блоки, да? Блочный какой-то материал. Ну вот так вот. Раз я заговорил о депортации вновь, это тоже одна из моих тем, которую я изучаю, несправедливость к ингушам, да, что их депортировали буквально ни за что. Это была не просто депортация, а целый геноцид над ингушским и чеченским народами. Но я больше говорю за ингушей, уж чеченцы меня простите. Так вот, что я хочу сказать. Вот это центральная сейчас мечеть в Галашке. И когда... Сейчас ее, правда, обложили кирпичом, но вот когда депортировали ингушей, опять же, со своего родного села, из этой мечети сделали клуб, где смотрели фильмы, проводили всякие спектакли и так далее. В общем, били по самому больному. И когда в 1956-57 годах ингуши вернулись, с большим трудом им, как говорится, пришлось вернуть снова святость этого места и сделать ее мечетью. Ну, давайте с вами немножко еще прогуляемся по улице здесь. Это самый центр, да? Да там же будет то же самое, да? Да. Я в мечеть заходить не буду, потому что я заходил вот в первую мечеть, которую вы увидели уже в блогах. Там, в принципе, все то же самое, будет только больше. Вот, я просто хочу сейчас показать, что время не тратить, а то у нас световой день короткий. Ну, что здесь есть? Я так понимаю, что это самый центр. Люди стоят на остановках, женщин показывать не буду. Вот, видите, М-Мобайл, салон сотовой связи, магазин, мороженое, там все продают, аптека, в которую я тоже зашел, там у меня вечно кашель. Хозтовары здесь есть, шампуни продают. Все, в принципе, для сельской жизни нормально. Опять же, не каждое село может похвастаться, согласитесь. А вот сама администрация. Здорово. Вот администрация сельского поселения Галашки Сунжинского муниципального района. Висит российский флаг. А еще здесь есть банкомат Сбербанка России. Неплохо. И самое главное, также есть почта России, почта банк. Отсюда можно отправить и письма, и посылки, и получить ваши посылки и письма, что очень удобно.
То есть, в принципе, для жизни нормальной. Так-то все есть. Мало того, я вам хочу сказать, что буквально через дорогу находится еще одна вот аптека. Видите? Аптека. Так, тут вот дома, улица, но туда я уже особо не пойду. Я направляюсь так поближе, чтобы вам показать. Там написано на школе «Мы за спорт». Вот верите, нет, но это правильный лозунг, потому что нужно заниматься спортом, конечно же. И я против наркотиков, против лирики. И хочу обратиться к молодежи, чтобы вы занимались спортом, культурой, вот, а не глупостями всякими. Тоже здесь вот идет, заложили, видимо, нет, идет стройка, хотят вот достроить дом. Ну, посмотрите же, все хорошо, но есть одно но. Хочется обратиться к администрации, которая находится вот прям рядом. Смотрите, у вас здесь как говорится, дороги и у тротуара посередине есть такая канава. И здесь вот флеш от чипсов, от мороженого, фантики. Это нужно как-то, я не знаю, постараться вам убрать. Грязновато. Ну а вот сама школа. Есть где учиться детям здесь. Школа, кстати, такая добротная. И смотрите, как, опять же, теперь хочу похвалить администрацию этого села. Позаботились, поставили светофор, знак «Осторожно, дети», чтобы водитель, зная горячую ингушскую кровь, сбавил здесь скорость. Вот. Так как здесь дети учатся и переходят дорогу, а знаете, дети ходят с телефонами и с наушниками, и бывает, что, ну, ворон считает, это так у нас по-русски правильно сказать. Так, сейчас перейду дорогу, чтобы снять школу. Смотрите, школьный автобус есть. Я же говорю, вот не все так плохо, как кажется. Во дворе школы есть баскетбольная площадка, футбольная площадка, турники различные. Сюда можно просто вот прийти с любого дома, да, даже вы рядом где-то здесь вот живете, пожалуйста, и позаниматься спортом в том числе. И не нужно искать отмазку, что вот, особенно жителям Галашки теперь к вам обращаюсь, что вот, нет у нас спортивных площадок. Вот у школы есть, приходите, подтягивайтесь, качайте пресс. Море упражнений можно. Я хожу в спортзал, я знаю это. Правда, я уже давно не ходил. Попытаюсь после поездки в Казахстан восстановить свой, как говорится, режим и заниматься спортом. Ну вот смотрите, школа, администрация школы. Вам мусор тут подбросили или как? Уберите, пожалуйста, мусор, а? Дети же здесь все-таки учатся. Я на территорию школы не могу попасть, там я бы сейчас вот собрал, ну как? Нелегально будет. Вот, вторжение. Но я знаю, вы посмотрите этот блок, уберите мусор. Тунжа Алкун, общественный транспорт 103 вот проехал. О, какая красота там, шапкой покрылась. Я не знаю, видите вы этого или нет, но красиво там. Теперь понятно, почему столько красивых стихов написал Лермонтов. Пушкин писал замечательные произведения именно на Кавказе. Здесь душа, ребят. Здесь вы не найдете, конечно, чего-то такого прям вау. Ну, например, для меня вау это были Ингушские башни. Все-таки нет, видите, даже я ошибаюсь. Магазин здесь реально на каждом шагу. Вот. Продается дом. Кто-то что-то продает. Ну, в принципе, там какой-то тоже небольшой торговый центр. Дальше смысла нет вам показывать. Дети вышли, передайте салам подписчикам. Да. По-ингушски можете сказать. Я говорю, по-ингушски скажите привет, там, я не знаю, пожелания моим подписчикам. Стесняетесь? Не надо стесняться камеры.
А вы тут живете? Или родители магазином занимаются? А вы учитесь в этой школе? Вот, которая находится. И как вам школа? Хорошая? А учителя хорошие? Да, нормально. Нормальные? А вы учитесь хорошо? Да. В школе? Отлично даже, ну молодцы. А в школе ингушский язык преподают? Знаете свой родной язык? Что у тебя по ингушскому языку? Все? Какая оценка по ингушскому языку? Пятерка. А у тебя? Он только первый класс. А, нету в первом классе, да? Или есть? А, только. А у тебя? Тоже пятерка? Точно? Точно, молодцы тогда. Вот, ингушская молодежь, будущее, подрастающее поколение, будущее республики. Все, привет родителям, салам от Артема передайте. Вот, как-то так. Видите, люди здесь доброжелательны, открыты, даже дети не боятся камеры. Тардыши, вам даже стоит поучиться у ингушских детей смелости. Друзья, знаете, как можно понять, что вы находитесь в селе? По домашним животным. Вот. Это бык. Я боюсь его. Че ты так кричишь? Я тебя трогать не буду. А, ты подругу догоняешь. Я видел, она прошла мимо. Зовет ее, видите? Ингуши очень любят заниматься сельским хозяйством и животноводством. У них вот есть коровы, быки, бараны. Также, конечно же, и куры есть. И индюки. Так, а теперь я сейчас немножечко обойду, потому что здесь есть еще, которая сейчас достопримечательность проскочила вам в кадре. Еще одна достопримечательность, опять же в форме ингушской башни. Я не знаю, что это, сейчас подойду и прочитаю. Ребят, ну правда, ну вот же родник бежит, водичка и грязь вокруг. Я не знаю даже, но вы же меня научили, что чистота — это половина веры. Я обращаюсь к администрации и, например, вот к жителям, где написано магазин. Уберите, пожалуйста, мусор, его здесь, правда, очень много. Тут нужно устроить вам субботник. Это важно. Так, то, что тут коровьи бомбы, ну, это ж село, это нормально. Вот такая вот здесь стоит, тоже в стиле ингушской башни, башенка. Написано: во имя Аллаха милостивого, милосердного, в память Иссыпа Татиева, Хож Ахмад, сын Хаважа, Махмуд, сын Ахмада, 2001 год. Это... это родник. А вот кто эти люди были? Мне кажется, такие имена, как будто имамы какие-то святые, ну, люди, которые имели отношение к мечети, либо... Жители села Галашки, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, чей это родник и чьи это имена, и для кого, ну, в честь кого построили такую вот башню и родник. Просто интересно. Правда, вода сейчас здесь не бежит, перемерзла, наверное. Вот. Но красиво. Вот башенка красивая, а вот тот, кто вот это сделал, это некрасиво. Вот это вот некрасиво. Это нужно выбрасывать в мусорку. Для того, чтобы это здесь не валялось, для этого нужно вот здесь поставить мусорный ящик какой-то, бак и так далее. Их здесь реально нет. Вот ни одной мусорки. Вон, вижу мешок. Наверное, туда я отнесу. Ну а так здесь нужно убрать. Ну посмотрите, как грязно. Ну, ребят. Друзья, еще раз хотел бы повторить, что не каждое российское село может похвастаться такой развитой инфраструктурой. Вы уже увидели детские сады, школы, аптеки, магазины. И вот здесь, в селе Галашки, в республике Ингушетия, находится Сунжинская районная больница номер 2 села Галашки. Почему это очень важно? Потому что всякое в жизни происходит. И, конечно же, тот же аппендицит острый, да, долго ждать нельзя. Или какая-то авария, что вот если что-то произойдет, человека повезут сюда. И с позволения охраны в больнице разрешили зайти сюда, поснимать, показать, как здесь выглядит территория. Тут я вижу несколько корпусов больницы.
видимо, разные здесь процедурные кабинеты. А вот это вот, мне уже подсказали, комната для намаза, видите? Ну, я много раз вам говорил, что ингуши очень религиозный народ. Они сначала мусульмане, а потом ингуши. Ну, наверное, кому-то это сейчас может не понравиться, что я так сказал. Вы меня, конечно, извините, но если вот со мной идет человек, я правильно сказал? Да, он машет головой. Не хочу его снимать, потому что я могу снимать только тех людей, кто мне разрешает это делать. Вот. Я авторские права, так называемые, не нарушаю. Так, вот она, скорая помощь. И стоят машины. Причем, знаете, не какие-то дробоганки, развалюхи, корыта. Нормальная медицинская скорая помощь. Вот. С реанимацией, я думаю, внутри. Такие же в Москве, и в моем Барнауле, и в Краснодаре. Слушайте, ну здорово. Опять хочется после мусора похвалить администрацию села Галашки, что деньги из бюджета не уходят куда попало. Видите, сколько получается здесь? Раз, два. Здесь 3 машины, может быть, какая-то уже уехала на вызов. Но это здорово. Сколько в селе проживает людей? Ты точно не знаешь. Большая территория у больницы, они могут построить еще несколько корпусов здесь. А мне приглянулся вот это приглянулось здание, либо корпус, сейчас узнаем. Сейчас у нас середина января, и, конечно же, многие сейчас удивятся, особенно мои подписчики из Сибири, Дальнего Востока, где же снег. Здесь редко бывает снег, хотя горы. Вот. Он сегодня был с утра, уже весь растаял. И здесь реально был большой снегопад после буквально Нового года. Все растаяло, сейчас вот грязь. Поэтому вот этот фонтан, к чему я веду, не работает. Но летом, весной, конечно же, и до ноября он работает. И представляете, как здесь красиво. Очень здесь по душе реабилитироваться-то от какой-нибудь болезни и гулять вот в таком месте. Это у нас приемное отделение оказалось. То есть сюда, если что-то происходит, местные жители сначала вот сюда попадают, их скорая привозит, узнают диагноз и уже дальше, наверное, куда-то вот либо наверх распределяют. Там, видимо, да, я вижу телевизор, антенна телевизионная, значит, это палаты, здесь люди лежат уже, да. Ну, либо уже, если что-то не очень серьезное и госпитализация не нуждается, здесь люди просто... Кто-то флюорографию приходит сдавать, да, вот сейчас у нас бушует коронавирус, и, конечно же, больница актуальна на сегодняшний день, поэтому анализы где-то сдают в отдельном корпусе. Но пока я здесь не вижу ни одного человека. Дай бог, конечно, всем здоровья, и не нужно сюда лишний раз приходить, конечно же. Только для того, чтобы пройти, знаете, ежегодный медосмотр, чтобы понять состояние своего здоровья. Из красной трубы идет дым. Это у нас отопление, видимо, котельная здесь находится также. А это значит, что в больницах есть тепло. И больные люди не замерзнут в ней. Тоже хорошо. Ну, видите, новое абсолютно здание. Видимо, недавно построили. Да, газовая труба. Про газ я много раз вам говорил. Слушайте, ну молодцы, здорово, да. Очень красиво оформили. Там гуси живые гогочат, а тут вот искусственные там стоят. Наверное, лебеди типа, а даже не гуси. Вот. Стационар. Стрелочки везде. И амбулатория. Вот про то, что я вам говорил, про анализы, это туда отправят сразу. А вот рентген. Короче... Почему я не догадался, потому что везде, даже в Краснодарской больнице, в Московской, в Барнаульской, в Питерской, в любой. Я был, да, я там сдаю же анализы также ежегодно. И в командировках бываю, поэтому везде все одинаково, по одному принципу. Ну вот, здорово, классно. Молодцы. Что, немножко поностальгируем по Советскому Союзу, потому что вот здесь тоже в центре есть здания, которые уже заброшены давным-давно. Вот магазин. Вот такой магазин был в Советском Союзе. И вот, к примеру, тоже что-то здесь было. Это 50-е, 60-е годы. Ну, здесь уже абсолютно ничего нет. И написано, был раньше автомагазин, написано, переехал. Новый магазин находится рядом с заправкой. Все. Вот, как-то так.
Но самое главное, это зачем я сюда приехал. Я хочу вам показать еще одно место, да, важное. Важную роль играет в инфраструктуре села. Это дом культуры села Галашки. Елку до сих пор не убрали, хотя на календаре, сейчас даже 17 января, елка стоит. Здесь проходят все культурные мероприятия, в том числе и детская елка. Ковер, посмотрите, все хорошо, все новое, отличное. Классно же. А рядом с домом культуры тоже какой-то заброшенный домик. Здесь никто не живет. С жалюзи, видимо, что-то было связано с магазином, либо какое-то административное здание села. И вот уже кому-то принадлежит, но никто в нем не живет, и никакая работа там уже не делается. Вот так вот. Вот никак я не могу не говорить на эту важную, серьезную тему. Конечно, это боль для всего ингушского народа. Вот это вот здание магазина и вообще это здание было построено тогда, когда депортировали ингушей с их родного села и не только, вообще со всей на тот момент Чечено-Ингушской республики. И, конечно же, сюда заселили на эти земли осетин, жителей на сегодняшний день Северной Осетии, дефис, как они любят говорить, Алания. И вот это здание они построили. И вот то здание. Очень мало осталось таких домов. Я думал, что это ингуши в советское время построили. Оказывается, нет. Это все после было сделано депортацией. Ну, сейчас даже можно туда, я думаю, заглянуть. Хотя вы знаете, что меня удивляет? Тут был совсем недавно магазин «Пластиковое окно». Вот. Да, можно заглянуть. Там какие-то вещи. Все потекло, все разбито. Все уже, вся штукатурка осыпалась. Так, видимо, это вообще в другой огород. Вот. Ну вот же, есть тоже окно. Можно сюда посмотреть. Да, вот какая-то печь странная стояла. Не знаю, что это такое. В общем, заброшенный полностью магазин и вообще целиком заброшенное здание. Вот, здесь кто-то все поломал, дверь взломал, и я сюда могу зайти. Да, кто-то тут бичевал или бушевал. Двери везде открыты. Вот. Помещения подсобные. Видите? В принципе, его можно отреконструировать, по сути, что-то здесь сделать. Тот же магазин или не знаю, для чего еще можно это здание приспособить. А вот была печка, судя по всему. Либо сделать дом уже. Но я понимаю, ни один ингуш, конечно же, не захочет здесь жить. Потому что я знаю, что вот в Назране, напротив железнодорожного вокзала, мой хороший знакомый, он живет в доме, который раньше был рестораном. Чья-то шуба, гладильная доска. И это здание могли также сделать, приспособить. Ну, как-то вот так. К чему я говорю, и так я не договорил. Я думаю, что, зная, что это здание построили когда-то осетины, ингуши здесь жить не будут. Вот, из-за всех тех событий 44-го года и 92-го года. Но дом стоит на ингушской земле, и вы можете, точнее здание это, вы можете с ним делать что хотите. Это ваша земля, ваша постройка.
Котельная здесь была. Нравятся мне такие места тоже, знаете, заброшенные. Тянет меня по таким местам. Друзья, ну как это в селе Галашки? Например, в Сурхахи не удалось мне попасть на ингушский чай, а вот в Галашках пригласили. Так, по-быстренькому. Вчера в Сунже было чересчур как на праздник, я не ожидал. А здесь ингуши скажут, что ой, у нас это скромный чай. Но если меня смотрит моя мама и все мои родственники, то это далеко не скромный стол. Потому что русский чай – это торт, конфеты, печенье и просто чай. А ингушский чай – это что-то уже другое. Вот. И еще не накрыли, да, мне говорят, подсказывают, что… Да, берх, да, галушки, мясо. Я вот курицу люблю, ингуши уже все знают. Вчера тоже индейку и курицу. Да, сейчас все курицу заведут. Вот. Вот так вот. Покажу вам сегодня местную традиционную национальную кухню. Вы просили, пока есть возможность. А то я всегда забываю в разговорах, не снимаю, а вы меня ругаете, что покажи. Покажу. А еще меня удивила вот такая печь, как у мамы, да. Только она здесь дровами не отапливается, сюда подведен газ. Но выглядит со стороны как обычная печка, куда можно поставить чайник и чай кипятить, и еду готовить тоже можно. Да? Газ, когда отключают, можно Да. все. И когда, если вдруг произойдет какой-то коллапс и газа не станет, то можно пойти набрать хворост и открутить вот эту дверцу и топить, отапливать дом, как простой печкой дровами. Вот так вот. Друзья, ну на столе вы можете увидеть, у ингуша всегда мясо. Без мяса стол ингушский не стол. А ингушское мясо разное. Баранина, говядина, вот курица, еще и индюшатину можно встретить. Теперь рассказываю вам. Вот это, получается, здесь у нас кукурузная, да, мука? Да. А это обычно пшеничная, это галушки, они пустые. Так, там пусто. К нему подается соус. Вот, сейчас принесли вот такой. Бульон. Да, ну бульон, но еще соус куда макать. Можно в бульон макать, по-моему, да? Нет? Можно же. Еще знаю, что чеснок туда можно положить. Да, вот чеснок, видите, я уже все знаю. И будет очень вкусно. Местное традиционное и национальное блюдо это берх называется. Это вот как раз галушки. Это такой суп ингушский. Наверное, так. Соус. Да. Лепешки, конечно же. Ну, хлеб, ну, везде хлеб. А вот лепешки ингуши очень любят. А я люблю еще чапель. Это там с творогом и с тыквой бывает, а еще бывает с картошкой. Спасибо. А лимонады грузинские? Нет? Ваши? Чеснок положим, будет комбир. Чеченский. Ну, войнавский, можно так сказать. Все, нам приятного аппетита. Вот. А вы, если приедете в Ингушетию к моей русской аудитории по национальности и украинской, приезжайте, как только границы откроют. Да, положите мне чеснок. Вот. Обязательно вам стоит попробовать и шашлык, и лепешки, чапелька называется, и берх. Легко это слово запомнить. Вот так вот. Голодными вы точно здесь не останетесь нигде. Вот так выглядит еще одно ингушское село. Если вам понравился мой блог, то подписывайтесь на мой канал, потому что дальше будет больше. Ставьте лайк, рекомендуйте друзьям. И самое главное, не забывайте, не ищите 1000 причин не путешествовать. Ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь. А с вами я не прощаюсь, я говорю вам до встречи.